что можно начать с того, что понятие пентатоника вообще где-то в общекультурной лексике иногда слышится. И, в общем-то, обычно образованные люди связывают ее с Китаем, потому что еще в XVIII веке, наверное, открыли, что китайская музыка, вот европейцы стали бывать, изучать, исследовать, интересоваться вот этим Дальним Востоком. Колонизаторы, конечно, там были. И открыли, на слух хорошо было заметно, что какая-то особая она звучит. Кстати, Иоаким Бичурин, он о пентатонике, правда, не говорил, но когда он изучал китайскую литературу и философию, он очень много писал о пятиричности китайской мудрости, можно так сказать, потому что и в философии, и в быту они всегда выделяли, вот обратите внимание, 5 великих правителей, 5 цветов, 5, кстати, сторон света, их 4, но хитрые китайцы придумали центр. То есть юг, север, запад, восток и центр, все равно 5, потому что 5 сакральное число у них. И 5 звуков правильной музыки. Правильная музыка, китайцы вообще очень такой ритуальный народ, их устройство. Это Конфуций, если немного почитать, он говорит, что без правильного соблюдения ритуалов в государстве никогда не будет порядка. И между прочим, вот эта пятиричность, она все сферы жизни пронизывает у них. И от музыки тоже придавалось большое значение в государственных делах. Даже вот в каком-то веке, сейчас точно не скажу, ну, в глубоком средневековье еще, эти 1000 лет, больше 1000 лет тому назад, значит, было создано министерство, или, как-то говорили, приказ музыкальный. Министерство музыки, можно по-современному сказать. То есть государственное значение придавалось, и следили, чтобы во время ритуалов и во время, так сказать, правильной жизни государственной звучала такая музыка, основанная на 5 тонах. Ну вот, по-гречески это пентатоника. Пента – 5 тонов. Вот. Эту, значит, теорию привезли в Европу, ну, узнали европейцы, и заодно выяснили, что, оказывается, потомки древних кельтов, вот ирландцы, шотландцы, тоже на пентатонике основывают свою музыку. То есть это какая-то очень древняя архаичная система. Но в прошлом это очень легко, очень просто объяснялось по-европейски, что ну, самые древние люди умели петь только на одном тоне. Они же древние, они не развитые. Один тон. Это, конечно, неправда, но вот так считали. Потом научились на 2, на 3. Китайцы дошли до 5, а уж мудрые европейцы дошли до 7. Вот так называемая диатоника, значит, уже 7 звуков. И вот считалось, что китайцы остановили в своем развитии, ну это вот 18-19 век, пренебрежительно говорили о китайской истории и культуре, что она замерзла, остановилась и, в общем, спит. А в это время Европа быстро развивается. Ну, в Европе, мы знаем, буржуазная революция в это время, большой прогресс технический, общественный, там что только не происходило. Ну и Россия тоже заодно. По-европейски мы, в общем-то, развивались. Вот. И о пентатонике мы много не знали, но вдруг в конце XIX века впервые, значит, такой был исследователь-этнограф, собиратель музыки Машков. В 1893 году он книгу свою издал, «Музыка чувашских песен», где точно сказал, что чуваши имеют, значит, в основе своей музыки китайскую гамму. Ну, в Европе называли ее китайская гамма, пентатоника.
Вот он написал. И говорит, наверное, наши русские предки, Машков говорит, тоже когда-то пользовались этими 5 тонами. Ну вот с тех пор, значит, развитие произошло. Вот. И во всяком случае в науку вошло представление о том, что в Поволжье, вот первым Машков об этом заговорил, о чувашах именно. Потом у татар быстро Рыбаков, еще один фольклорист, разобрался, что там тоже китайское. Стали говорить, это Фоминцин, известный очень теоретик-музыковед, в эти же годы о русской Шотландии, Уфимской губернии в основном видели тогда. Ну, Уфимская губерния, тут же и Татарстан, и почти что Поволжье. Даже вот такое было понятие о, значит, российской Шотландии, а Шотландия это пентатоника кельтская. Вот как-то это вот всемирная, так сказать, сеть знаний о распространении вот этой системы. Ну а что, собственно говоря, из себя представляет пентатоника? Давайте попробуем объяснить для не специалистов. Дело в том, что, опять-таки, немецкие теоретики акустическую систему придумали, что, вернее, акустика развивалась, естественное природное сочетание разновысотных звуков, так называемый пифагорейский строй, это когда струна звучит, мы делим ее пополам, эта струна звучит ровно октавой выше, то есть совпадает только, как говорят, толстый голос, тонкий голос, одно и то же поют. Вот это половина струн. Когда делим ее на 3 части, это квинта получается. На 4 части это вот уже октава еще выше. Вот основной, так сказать, интересный интервал квинта. И вот, потому что дальше все мельче, 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 и плохо слышно интервал. Когда мы струну на 10 частей разделим, где-то какой-то призвук только слышно. Так называемые обертоны, он только призвук. А квинта хорошо слышна. Вот скрипку всегда на квинту настраивают. Все, значит, настройщики фортепиано хорошо слышат, что такое квинта. Вот. И, значит, древние строи музыкальные развивались, потому что люди с хорошим слухом эту квинту всегда слышали. Берем, значит, основной тон, квинта к нему, квинта дальше. Еще, значит, когда мы выстраиваем уже 5 шагов по квинтам, все соберем вместе, это как раз вот этот звукоряд пентатоника и получается. Допустим, до, ре, ми, соль, ля. 5 тонов. То есть вот полная у нас октава европейских строев. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. 7. Но чтобы дойти до 7, надо еще 2 шага по квинтам сделать. И вот европейцы-то горды тем, что они эти 2 шага еще сделали, и все, значит, народные традиции, церковная музыка на 7 звуковых системах основывается диатонически. Диатон, идущий через ряд тонов, буквально переводится. Диа – это не двойной тон, а через идущий. Диатоника. А пентатоника – это не полный, недоразвитый. Вот немецкая теория, Гельмгольц и там другие теоретики, кто, значит, изучали строи музыкальные в XIX веке, так и говорили, это не полная диатоника. В ней нет еще 2 шагов по квинте. Остановились развитие, уснули китайцы, замерли. Так и упрощенно и думали. И вот когда тут, значит, и кельты, значит, отсталые в этом смысле народы, и чуваши, и татары, все вот эти инородцы, русская Шотландия, значит, на неполных звукорядах. Но неполные это с точки зрения, конечно, диатоники. А сама по себе китайская музыка, ведь сейчас Китай проснулся, но вовсе не переходит на диатонику. Китайское национальное мышление остается, значит, вот таким же пентатоническим. Конечно, проблема пентатоники в Китае тоже очень сложна.
И там же, кроме великоханской культуры, очень много разных этнических культур. Но считается, что пентатоника, вот, она, по крайней мере, последнюю 1000 лет очень прочно стоит. Именно вот в центральной китайской, великоханской, значит, цивилизации. В общем, исходя из того, что это китайская гамма, очень интересные теории, такие абстрактные, существовали о том, что вот Китай, с пентатоникой карту, если представить, значит, Китай, самый восток дальний, потом Монголия, тоже пентатоника, и дальше это вся Сибирь должна быть, Алтай должен быть пентатоническим, и Урал и, наконец, Поволжье. Ничего подобного. После Монголии, Бурятии большой перерыв. На Алтае даже пентатоники где-то местами есть, но она не основная. Именно у алтайцев. У шорцев, кто там на Алтае, разные народы. Пентатоника у них не основная. У тувинцев есть пентатоника. В общем, где-то вот такие очаги. И ближайший крупный очаг – это Поволжье. Буквально большой остров такой мировой. И открыли это, пожалуй, вот это в первой половине 20 века венгры, которые занялись историей своей национальной музыки. А в XIX веке венгерская музыка вся поддалась под стиль так называемый вербункош, который скорее связан с венгерскими и румынскими цыганами, чем, собственно, крестьянской музыкой Венгрии. Об этом прямо заговорил Béla Bartók, великий классик венгерской музыки, и его друг, тоже очень крупный композитор, Золтан Кодой. Вот. И они думали даже, значит, поскольку предки венгров из Азии вышли, древних мадьяр, вот они думали по этим следам поехать. Но Béla Bartók русский язык изучал, кстати, и собирался где-то в 1911-12 году в Россию ехать. Мировая война закрыла это. Потом он так и не сумел в Поволжье попасть. А Кодой, значит, в 30-е годы написал свою очень известную книгу «Венгерская народная музыка», где он еще не успел побывать в Поволжье сам до войны. И в этой, значит, книге, она и на русском языке вышла, на 5 языках издали венгры, очень много чувашских примеров. И именно они обращали внимание на пентатонику, ну, особого еще вида, который открыли в старинной венгерской музыке, на пентатонике. И об этом очень интересно написано у Кодая в учебнике, значит, для школ, значит, на народной музыке. У него есть книжка 146, не помню сейчас точную цифру, значит, чувашских мелодий. Это для школ. Где статья «Зачем нам нужна чувашская музыка?» Они и марийский издали, сборничек такой. Но вот статья именно «Зачем нам нужна чувашская?» Потому что у чувашей он больше всего нашел родственного. Значит, вот древнему марийскому, венгерскому, простите, слову. Вот это вот такая очень интересная картина. Дальше Кодой побывал в 40-е годы, в конце, в Советском Союзе, наконец-то, несмотря на то, что тут... Но тут была закрытая территория. В Советском Союзе всегда были ограничения. И только в 1964 году впервые здесь ученик Кодая, Ласло Викор, сумел попасть в Чувашию. 64-й год экспедиции, 66-й год они ездили, записывали, 68-й год, потом они в Татарстане ездили в 70-м, в общем, они где-то 6 экспедиций больших провели, значит, по линии Академии наук, и они искали как раз, и нашли много общего. Они издали 4 тома. Сначала первый том это был марийские народные песни, второй том это были чувашские народные песни, третий том, вот раз в 10 лет, начиная с 1971 года выходили, третий том удмуртские,
И последний том, когда уже распад пошел и в Венгрии, вот это, и Советского Союза, и в Венгрии революция такая же произошла, значит, татарские народные песни. Вот эти 4 тома фундаментальные, так сказать, материал для изучения. Потом Ласло Викар, сейчас он уже глубокий старик, ему далеко за 80, я давно с ним контактов не имел, но он успел даже слетать и в Китай, и в Монголию. То есть они следы вот этой пентатоники копали, копали и, видимо, будут копать. Я знаю, что сейчас более молодые исследователи венгерские, вот Каталин Пакша писала о связях с чувашскими песнями. Еще такой Шипаш есть автор. Вот его книжку надо будет мне изучить, пока еще не успел. Венгры продолжают эту работу. И вот глубоко в основе всей этой работы изучение форм пентатоники, которые, опять-таки, они возводят туда, на Дальний Восток, исход, откуда взялось.